Ну, это аэропорт Якутск, там стойки регистрации. И тут слева есть бизнес-зал аэропорта Он-Пас называется. Вот сюда, когда заходишь, здесь ресепшн. И вот такой большой красивый зал. Тут уже новогоднее оформление. Там вот можно посидеть, удобные кресла. Угу. Кофе-автомат. И вот там вот Яна сидит. Здесь табло тоже есть, где показывает регистрацию, стойку. А розеточки, USB зарядка, Type-C зарядка. То есть эти кресла устанавливали недавно, получается. И отдельная стойка регистрации. Вот здесь вот, когда регистрация начнется, мы не будем выходить на улицу. Просто сейчас вот отсюда прям вот сидим, регистрируемся. И оттуда попадаем тоже в отдельный зал, накопитель. То есть все вот эти звезды, типа, важные люди, отсюда, оказывается, все улетают, поэтому никто их не видит. Где они, что они. Вот так вот. Довольно такая, просторное такое пространство. В каждом интересном заведении надо снимать туалет. Но она отличается, да, она отличается от обычного туалета. Тут просто вот все на дизайне. Мыло, антисептик. Тут есть какое-то декоративное растение. Кранчик такой, все чистое, приятное. Вот смотрите. Это намного отличается, чем общий туалет. Тут ватные какие-то диски, даже вот эти вот зубочистки. Для одежды. Тут липкая штука для Яны как раз сейчас нужно, потому что шерсть от Лизы везде все прилипло. И тут вот сам туалет, тут есть сидушка для ребенка. Вот это гигиенический фонтанчик такой есть даже. И какие-то вот пакетики там всякие. Накладки на унитаз, видимо, типа такого. Вот так вот, собственно, такой туалет. Да, она отличается от обычного туалета. Тут чисто, прям приятно. После регистрации мы поднялись уже на накопитель. Здесь ждем уже посадку в самолет. Ага, здесь тоже такой вот зал. Вот Яна там вещи уже, вешалку нашла. Вот аэропорт Якутск, Он-Пас. И здесь вот барная стойка. И есть еще вот эти закуски, короче. Но они уже входят в стоимость оплаты. Вот коридор. А здесь вот вешалка есть. Вот кабинка для курящих. Обычная кабинка для курящих. Вытяжка, не вытяжка. Ямагучи тут стоит. Вот так вот. Собственно, вот барные стойки. Здесь можно посидеть. Можно купить. Но это уже, скорее всего, платно. Тут есть бизнес-меню. Посмотрим, сколько что стоит. Белуга. Это опять 50 миллиграмм, 630, 100 грамм, соответственно, 1200. Это как одна бутылка 0,7 получается стоит. Коньяк, текила, 50 миллиграмм, 1300 рублей. Виски, ликер. Меня интересует, особо там виски. Вот пиво. Пиво 0,44, но одна бутылка, да, пива 600. Даже не бутылка, а стакан, скорее всего. Что-то 600 рублей. 0,5 бутылка пива Харбин, 1000 рублей стоит. Вот так вот примерно, вот такие цены. Вода Аква Минераль, Бон Аква стоит 350 рублей. Шоколад 800 рублей. Жевательная резинка 150. Тик-так за 240 не хотите? Пирожные там. Вот такие вот расценки.
А пироженки, они вот они такие вот. Стоят. Тирамису, медовые за 220. Дуэт какой-то за 220. Прага за 220. Ну, примерно вот такие вот цены в бизнес-зале. Но здесь было написано, что это а еда какая тут есть. Смотрите, тут есть хлопья. Хлопья, гречка, тефтельки какие-то и курица с картошкой. Здесь также есть куриный бульон. Но это уже входит, это шведский стол, это стоимость билета входит. А также можно делать себе кофе и налить сок. Хотя вот вода там есть, и платная вода тоже есть. Ну, смысл, не знаю, продавать воду, если вода тут есть. А, кстати, смотрите. Здесь есть вино. То есть отсюда можно пить вино. А здесь пиво. Также есть такие маленькие закуски. Гранаты всякие, салатики. Это тоже можно взять. Бесплатно на халяву можно взять. Прикиньте. Детское пюре, если с ребенком пришли. Морс и кипяток. Вот как-то так. Мне самое главное понравилось то, что, не знаю, но я не понял, почему там продается вода и пиво, когда как здесь есть в доступе. Ну, потому что там чисто бренд, по-моему, да, типа Асахи, типа такого. А здесь вот пиво, вот ФАПК Якутия, но она бесплатная. Ну, вот, и есть вот такие вот блюда горячие, закуски и вино. Насколько угодно вот оттуда можно взять, лутать, и здесь вот кушать, сидеть. Вот такой вот красивый зал. И это бизнес-зал, ну именно якутский, международный аэропорт Якутск. Он пас. Ну он так выглядит. Потом мы полетим в Беслан. И там тоже покажем бизнес-зал какой-то. Ну, сравним. А мне еще понравилось, как вот эти девчонки, они подходят, допустим, и регулярно пополняют. То, что вот этот бизнес-зал, его открыли летом. И сейчас, ну, после апгрейда и после ремонта она просто выглядит, ну, на уровне. Из-за этого вот держит планку и везде вот так вот меняют. Здесь все следят за тем, что заканчивается. И когда ты оставляешь просто вот тут блюдце грязные, они просто приходят и выбирают. Это, ну, это классно. Вот сейчас проверка теста кабинки для курильщиков, ну, для сигарет. Я не курю, но я сейчас ради теста, ради вас, мои дорогие подписчики, и нет. Вот сейчас попробую, как работает вытяжка. Бизнес. Только 3 подписчика. Да, мои 3 подписчика. Привет, ребятки. Вы меня спрашиваете, какая погода на море в конце... Спрашивают, у тебя 3 подписчика, блин. У тебя кто-то об этом Вот вроде вытягивает. Тут просто красным написано: не гасите сигарету, горящий окурок опустите в пепельницу. То есть горящий окурок просто надо опустить вот так, фук, аккуратно и все. Но все равно находятся какие-то уникумы, которые гасят сигарету. Ну, это по привычке, скорее всего. Ну, а вот это туалет на 2-м этаже. Это уже накопитель. Здесь все абсолютно то же самое, кроме вот этого. То есть тут же есть Полярис, какой-то типа парогенератор, который типа можешь костюм себе что ли гладить, типа такого.
Ну, если ты министр и ходишь в дорогом костюме и галстуке, но все равно работаешь на человека, который ходит в футболке. Ну, вот это туалет матери и ребенка. Тут все то же самое, но в отличие есть вот такая вот для ребеночка столик, где можно, собственно, ребенка вот так, короче, вот так привязать и сделать свои дела. А потом уже вот здесь должны быть, по идее, салфеточки для памперса. Но их нету, потому что обычно мамы носят их с собой. Влажные, вот эти антиаллергенные. И у каждого ребенка, ну, свои вот эти предпочтения и своя чувствительность. Ну и внутри она тоже такая же. Только в отличие... ну тут в отличие от этого есть вот такая сиденье. Допустим, ребенка можешь тут посадить и можешь делать свои дела, но тут уже вот ребеночка как-нибудь вот так успокоить. Вот так вот. Тут есть вот даже вот этот крючок для одежды. Ну и вот. Ну и нормально, вот это вот уровень на самом деле. Вот эта фигня тут как тут. Я даже записываю для вас вот туалет для людей, которые требуют большего внимания. Тут есть вот перила. А так абсолютно то же самое. Ну вот тут может есть перила. Вот так вот. Это выглядит. Ну абсолютно все туалеты я для вас записал. Кнопка вызова помощи, это для ограниченное зрение, если у человека. Вот, собственно, вот так вот. Вышли и идем вдоль вот этого накопителя, где мы всегда бываем обычно. Но в отличие тут нету никаких вот этих, ну, у нас не было никаких вот этих ювелирок, никто нам золото не... Да, duty free тоже нету ничего. Вот там мы обычно сидим. Вот сейчас просто выходим из этого зала, где есть тефтельки и вино, и пиво. И идем просто вот вперед. Да. Короче, вот так вот идем через рукав. Ну, как обычно, по ковру и все такое. И вот это вот бизнес-зал, получается, аэропорта Домодедово. Сюда тоже заходим. Тут также вот зал такой, ну, барная стойка. И есть вот такие вот хлопья, соки. Это тоже бульон куриный, каша овсяная, майонез. Вот вкусняшки. Бурдугалы. Сэндвич оголорвалда сэндвич. Хымык, яйцо с зеленью. И еще что-то есть. Это блины. Воду можно отсюда взять. Кофе. Вот такой вот зал. Большой. Сейчас будем кушать опять. Вот тоже также есть барная карта. Вот ценники. Можете на паузу поставить и посмотреть. Алкогольные напитки. Стелла Артуа, вот, допустим, 450 рублей. Вот
вот это вот Жигули. Мне сказали, что Жигули можно просто взять бесплатно. А все остальное, типа, ну, у нас в Якутске вот вино бесплатно, а здесь вина нету бесплатно. Есть только пиво. Жигули. Ну вот мы взяли бесплатную вот эту еду, соки и бесплатное вот пиво. Также сидим. Здесь тоже можно, тут тоже чаи сделать. Кофе автомат стоит. Вот, фифчики, водичка. Ну и такой вот просторный прям бизнес-зал. Это вот зал сверху. Тут есть еще такая вот потайная комната. Здесь вот атмосфера такая, более такая. Ну, это для людей с детьми, по-моему. Тихо, спокойно, можно кино посмотреть. Есть такие две кабинки. Тут тоже кофе-автомат стоит. Здесь тоже можно посидеть. Короче, Бехаман, у нас такой непонятная ситуация. Мы заказывали еду и потом хотели поменять блюдо, но нам почему-то выдали по 2 штуки. И тут тоже 2 штуки. Вот. На каждого человека, короче, на каждого человека по 2 порции, короче, да. И на том рейсе тоже так, то же самое было. Ладно, мы кушать любим, попробуем что-нибудь. Вот мы приехали в Владикавказ, это Беслан. Нас тут встречают, по идее. Сейчас зайдут. Сейчас заедут. У нас это как в Якутске, допустим, это платная парковка. И вот мы позвонили, человек там ждал где-то снаружи, сейчас вот заезжает. Так, вот мы сели. Ну это... мы сколько ехать, какой километр, время какое? Километров 200, ну. И тут мы думаем, 200 км в час это не так уж и далеко. Если даже мы будем ехать 100 км в час, а дороги тут уж лучше, чем в нашем регионе, то через 2 часа мы будем уже на месте. Как же мы ошибались. 200 километров Отсюда до Гела. до Гелы. А это там на таможне, там очередь, не очередь? Не было очередь, да. Сейчас посмотрим. Хорошо. Вот, 200 километров сейчас надо будет на машине. Но у них дороги хорошие, чем у нас. У нас вообще дороги 200 километров. Перевал надо перейти, там большие машины ездят. К этому моменту я пока не обращаю внимания на слово перевал. Я думаю, самое трудное, что может быть у нас при переходе через границу, это таможня. А есть, оказывается, еще и перевал. Перевал это получается что? Это через гору или как? Дорога надо проехать, войны грузинский, через Казбек. Понятно. Снег увидите, большой снег. Там снег, да, уже? Снег большой. Понятно. Мы сейчас находимся во Владикавказе, это пока что Россия. Нам надо переехать вот через Верхний Ларс, где находится таможня. То есть нам надо ехать вот по такому ущелью. Дорога тут непростая, довольно опасная, вот поэтому в непогоду ее вообще закрывают на несколько суток. Вот поэтому мы туда едем и молимся, чтобы погода позволила нам проехать быстренько через вот этот вот перевал.
Это вот горный пояс, и самая высокая точка это гора Эльбрус. Вы о нем наверняка слышали. Это вот естественная такая получается граница планеты Земля. А в этом участке она разделяет Россию от Грузии. Вот, как видите, вот за горами уже Грузия. Не, ну конечно я видел пробки из фур, но тут кое-что, ну это вообще это нечто. Я думаю, что они тут стоят просто месяцами. Это вот они таскают за границу вот продукции из России в Грузию и наоборот. И мы пока вот кое-как еще едем. Если бы я просто один сам приехал бы, я бы там уже в конце, в начале очереди стоял бы. Но таксисты, они просто скилловые. И тут, смотрите, вот, пока мы едем, и тут вот вторая, ну, первая полоса, тут тоже вот грузовик стоит. Кое-как нам удалось поговорить, чтобы они дали нам дорогу, и мы доехали до таможни. Вот тут вот наш водитель. Мы в микроавтобусах, но они все равно открывают и проверяют. А тут смотрите, вот оттуда едут фуры и туда едут фуры. И такое ощущение, как будто наша машина сужается. Я думаю, что как она, вот видите, вот был как будто коридор, и ее сейчас уже нету. А сейчас уже вот едет встречка. Вот так вот такая вот экстремальная дорога. Сейчас, если, допустим, я думаю, если спереди приедет фура, то мы уже застрянем. А фура-то как раз и появилась. Сейчас вот включают аварийки. И кое-как вот так вот. Вот видите, вот тут я думал, что зеркалам уже хана. Но машина как будто вот сужается, как в фильме вот Гарри Поттер, где сужается автобус. И мы как-то вот еле как проезжаем. А если, ну, водитель не скилловый, то тут просто невозможно вот ехать. Тут что-то моргают, там включают аварийки, и кое-как вот так вот удается, короче, проезжать. Ну, даже если посмотреть вот на снимки из космоса, даже вот видно, как они стоят, тут просто тысячи и тысячи фур. Я пока ехал, я просто, ну, сперва думал, сейчас посмотрю, на сколько километров они стоят. Но, по-моему, они просто бесконечно стояли. Я просто, ну, не знаю. Я был рад, что я не дальнобойщик. Тут просто они стоят километрами, десятки километров. В общем, вот Очень вкусно. сделали бутерброды. Ой, Это что? упала. Это что? Олег нахавает им. Перец? Ага, это так. Острый же. Халапеньо. Aber ich lebe mal schon. В общем, мне сделали... У меня руки заняты. Она острая, как халапеньо. Ага. Вот мы ехали, и тут остановились. И говорят, обязательно тратите без 100 грамм, и дальше не поедешь, говорят. Вот. Вот гостеприимство грузинское уже чувствуется. Мы уже в Грузии. Давай, за вашим приездом в Грузию. Давай. Спасибо. Не было первый раз и другой раз тоже. Хорошо. Еще раз прилетели. В этот момент я все еще не понимаю, что грузинское вот это вот гостеприимство в виде прям алкогольный трип только-только начинается. Хороша водка, да? О, даже водка вкусная здесь. Это острая, тебе понравится, нет? А, не. Вот это с вкусом. Чуть-чуть. Все. Спасибо. Спасибо. Хоть бояться меньше буду от этих дорог. Бу перевал Деньги Кальдивит. Манна Каллахканан. Тут, оказывается, тут очередь.
сначала едет встречная. Сначала едет встречный поток, и там, если добро дают, то уже едем мы. У меня язык переплетается, потому что вот эти братья грузины, они уже говорят здесь, ну, традиция типа такая, без 100 граммов или 300 дальше ехать это нельзя. И вот такая вот ситуация. Вот. И вот наконец-то открылся перевал, и все стремятся наверх. Потому что там сверху оказывается, ну, закрывающий это гаишник. Если видишь мигалку сверху идущую, это типа, ну, закрывающий может быть. И все едут вот просто по встречке вообще. Не знаю как. Ну, у нас так нет, вот видите, как гонка. Просто как гонки, короче. Вот так вот едут. Это называется перевал. На воротах хаос. Вообще беспорядочно. Двигайте паром на очередь тыпа-то. А, это же наш друг. Это же наш друг, да, который с печкой. Да, да. И за ним мы едем. Я уже даже, по-моему, знаю людей на дороге. Вот так вот. Опасные туннели есть. Из-за этого все это закрывается. Одна машина помещается. Ну да. Ну тут, не дай бог, если затор будет, то она будет вообще капец надолго. Из-за этого чередует, короче, движение по привалу. Видите, какие? Это мы едем по туннелю через гору, через горные породы. Получается. Ну и пока ехали, я такой думаю, ну, где на таможне была, я там видел вот этих таксистов, но им где-то вот у всех 40, по 40, от 40 до 50 лет, даже может и старше. А у нас в Якутске таксисты все молодые, поэтому мне было интересно, а почему тут молодых таких таксистов нету? Я сейчас хочу спросить, а почему нету таких, ну, молодых таксистов, пацанов, где кому 20 лет там, 19 лет. А у нас в Якутии У нас, очень много таких. Да, ну, таксисты, которые Владивосток, Якутск, ну, правда, таких дорог нету там, но там, да, есть молодые ребята. А какие дороги у вас? Очень ужасные. Почему? У нас? Да, у нас же. Не, у нас качество дороги ужасное, а не опасное, вот как у вас. У вас вообще опасное. У нас таксуют вот эти хайсы, миллионники, и там пацаны молодые. Да, все молодые. От 20 до 25. Но я думаю, что здесь они вообще ничего не смогут делать. Да? Потому что тут нужен это опыт. Временный, да. И те, которые люди, которые... Если опыт нет, даже Ну да. нельзя думать, короче. Я вот по этим дорогам я с молодым таксистом не поехал бы. Потому что нет. Я поехал бы именно с человеком, который много раз был и который знает, ну, который волк конкретно вот.
Вот с ним поехал. А так вот, да, вот. А большой это. Высота большой. О, это как туннель. Ну, тут вообще колонны какие-то. Луна Ну, рядом с нами. Если пар выключится, помогает Луна. Вот это мы доехали, да. Тут на столбах, как вы видите, фуникулеры, лыжники, сноубордисты. Это лыжный курорт. сноуборд. Да. Здесь сноубордисты всякие, вот эти лыжники. Они здесь. Луна, посмотри. Она, близко да, была, да? Луна 2 километра, вот ты говорил. 2 километра и там Луна, а потом мы спускаемся вниз. Ну, Вот нереально, мы спускались с горы. Я не знаю, сколько там метров было высоты. По-моему, где-то 6 тысяч по-любому было. Ну, по моим ощущениям. И тут есть, и там на горе зима, а тут получается вот водопад такой, видишь? Это именно горный и природный источник. Прям вот вода такая, она же чистая, она прям вот такая чистая вода, можно выпить вот так, да? Вот эта горная вода, я просто вот так и пью. Вот ребята, которые нас, да, из Беслана нас из аэропорта просто встретили. И вот, прикиньте, вот смотрите, вот тут водопад прям такой охрененный. Это горная вода чистая. Просто можно вот так пить. Я счастлив просто. Я счастлив. Это невероятно. Это просто надо видеть. И тут есть еще вот тут продаются вот местные сувениры. На туалет пар. Водопад от туалет пар и вот это, 1 лари с человека. Тут дамы и тут джентльмены. Типа, и вот 1 лари с человека получается. И вот нам водитель дал 2 лари. Этого, говорит, хватит на 2. Но тут человека нету. Оставляем и уходим. Все. Наконец-то я на Глютьбу. Наконец-то вот приехали. Тут елка стоит, уютно все. И самое главное, самое странное, короче, мы снимали обувь. Они говорят, не надо снимать обувь. А когда как тут ковер, и тут вообще все чисто. Я даже снял обувь. Они говорят, принесли и надевай. Все. Сервант, имбар, как у бабушки, да, дома. Уютно так. Тут фотографии семейные. Классно. Ну вот, накрыли на стол, несмотря на то, что уже ночь. Сколько время сейчас уже? Почти, 2:30 ночи. Накрыли на стол, вот, лепешечка, сыр. И вот еще самое главное, вот приготовили самое классное вот вино. Это натуральное Ахметов. Вот. Это самое натуральное, короче, вино. А не то, что у нас продается вот это порошок. О. Сейчас мы посидим. Так, это входная дверь. В общем, нас заселили в квартиру. Вот наш друг Гела, он заселил нас в квартиру и говорит, типа, вот, заселяйтесь, это все бесплатно. Мы только-только приехали в Грузию, и у нас, пока вот времени даже нету, и пока ехали, нас напоили, и все. Тут смотрите, погоди, прикинь, это кто-то рисовал. Погоди, еще написал там заяц.
Ага, вот такая вот квартира. Вот смотрите. Эта квартира в стиле именно наших вот советских. Тут вот справа сервант. Вот. И кто вас будет, как нас, вот мы люди, да, такие, кто вас будет вот звать просто и говорить, типа, вот тут спальня, вот здесь можете поспать. Ага. И нет, мы здесь не будем спать, потому что, ну, как бы нас мало, нас только двое. Вот эту комнату мы не будем трогать. Здесь вот все удобства. Самое главное, вот унитаз есть и раковина, чтобы зубы почистить. Нам много и не надо. И здесь он включил заранее вот этот обогреватель вот в этой комнате. Более-менее так тепло. И мы люди сами не любим, да, когда все жарко и все, да, мы любим прохладу. Вот одеяльце, мы будем здесь лежать под одеялом, и все будет очень-очень классно. Вот эти фрукты, вы не представляете, это не то, что мы покупаем в фруктовом отделе какого-то маркета. Если понюхать, и мы нюхали вот эту, если понюхать вот так вот, она просто чудесно, просто очень чудесно, просто очень классно пахнет. Он еще, Гела еще говорит, типа, вот эта водка очень крепкая. Ну, это бутылка из-под боржоми. Ну, туда налили какую-то водку, но эта водка это самогон, скорее всего, вот я так подумал, короче. И она, говорит, очень-очень крепкая, и типа вот осторожно, и вот сюда вот положил, чтоб я, не дай бог, не напился. Вот. У нас еще есть вот эти, помимо того, что нас накормили очень вкусно, у нас еще есть вот эти севеновские, вот эта еда, которую мы как-то, не знаю, тут вода еще есть, все это, все грузинское, боржоми натуральное все есть. Ну, живи не хочу, это вообще классно, тут просто вот газовая плита, он говорит, вот просто отдыхайте, спите, это все бесплатно, как мы говорим, ну, для грузинов это, они не любят такое слово, по-моему, бесплатно, просто пришел в гости и все, и я вот для вас вот объясняю, это для вас это вот бесплатно, живите сколько хотите, если надо будет, вот выйди на балкон, там повесишь полотенце, и это будет значить, что, ну, я должен подойти там, типа, что-то, ну, как бы, просто если ты меня зовешь, повесь полотенце и увидит мой сын или я вижу, и я подойду. Типа вот такое, короче. Ладно. Я все-таки попробую вот эту. Все-таки попробую, но я много не буду, а он предупреждал несколько раз. Но я все-таки попробую стопочку. И у нас есть фрукты, у нас есть еще вот эти ребята, которые таксисты подарили, вот это хачапури у нас есть. И еще там стейк какой-то есть из самолетной еды. И вода есть, боржоми есть. Ничего страшного. Если боржоми есть, то вообще никакой алкоголь тебе не страшен. Я только заметил, как они приготовили, типа, вот это все положили, там, влажные салфетки, там, обычно салфетки, вот фрукты, и там соль, сахар, по-моему. И еще вот смотрите, что они приготовили, вот кофе 3 в 1, бабаевский, это вообще Яна вообще вот это очень сильно любит, и вот эти вкусняшки, что-то это с чаем, с кофе, короче, утром все пили, и вообще кушали. Просто я офигеваю от гостеприимности вот этих людей. Это вообще, это невероятно. Смотрите, что вот такие леопарды. Спички такие. Смотри.
Я же говорю, Бабаевс. Ну, это как ты любишь. Прям вот Гела знает, да, что ты любишь. Прям прикольно. Это просто, это очень мило. Это просто очень мило. Классно. И, кстати, он нам приготовил, даже вот купил водичку, такую чистую. Но оказывается, в Грузии можно пить воду из-под крана. Не то, что у нас. Он специально для нас купил чистую Да, воду. потому что он знает, то, что мы чистой воды из-под крана не пьем, потому что мы подумаем, типа, из-под крана. А так, ну, здесь можно пить воду из-под крана, так что мы будем пить и оттуда, и оттуда. Вот. Классно. Чайник, чашки. Ну, вроде все. Вот. Классно. Это начало. А давай вот это попробуем.